Главы районных отделений фонда инвалидов собрались в головном офисе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Изменение курса рубля, инфляция, удорожание медикаментов, услуг – вот реалии, в которых вынуждены жить сегодня инвалиды войны. На 2011 год, сами знаете, было 1150 инвалидов. На сегодняшний день у нас 2200 человек. Помимо того, на лекарственные препараты добавились почти, можно сказать, на 50%. С 2011 года 60 миллионов было, где мы полностью тоже не получали. Всего лишь мы хотим добавить 27 миллионов рублей. Инвалидам войны государство помогает. Этого отрицать нельзя. Но этой помощи, говорят инвалиды, недостаточно. Лозунг такой: инвалиды самые первые для нас всех. А в деле это мы не видим. Мы же не говорим, что там дайте, мы на свадьбу хотим пойти деньги. Мы говорим, дайте нам лекарства, дайте нам то, что положено. Все, больше мы ничего не хотим. Министр финансов Амра Каваранзе и первый вице-премьер Шамиль Адзинба выразили готовность всячески содействовать в повышении бюджета фонда на текущий год. На заседании также говорили и о диспансеризации инвалидов Отечественной войны, проведение которой планируется во второй половине февраля. В течение месяца будет создана электронная база с указанием состояния здоровья инвалидов, данными о необходимом комплексе профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Нисфа Аршба, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.